Ну, это будут усы для рыбы парные. Части большой скульптуры Николай Вилка сначала рисует карандашом, потом вырезает пилой. Вместе с напарником задумали сделать фигуру по мотивам удмуртской легенды о сотворении мира. То есть это рыба большая, на ней стоит бык, а на рогах у нее земля. Смотрится хрупко, на самом деле там все так достаточно прочно. Лед прозрачный, на гранях, и поэтому кажется, что он хрупкий. К финалу фестиваля «Удмуртский лед» появится 15 скульптур, посвященных столетию государственности республики. В основном, конечно, художники выбрали мифологию больше, там Инмар, Выкузё, там какие-то мифические персонажи. Вот. Но и Чайковский тоже присутствует. Работы у большей части мастеров почти готовы. Кто-то приклеивает оставшиеся элементы, кто-то вытачивает силуэты. Но уже видно, что в этом году фестиваль будет уникальным. Этому поспособствует и приложение виртуальной реальности. Оно оживит фигуры. Есть возможность у людей в реальном времени посмотреть на любой монумент и увидеть в нем некие другие элементы, которых нет в реальной жизни. Чтобы увидеть, как оживают фигуры, нужно скачать приложение «Удмуртский лед» и подписаться на I Love Удмуртию в Instagram и после применить маску. Красочно, искусно сделано. А если это еще в подсветке, то вечером, я полагаю, здесь будет вообще зрелище необыкновенно красивое. Торжественная презентация третьего фестиваля «Удмуртский лед» пройдет 2 февраля в 17:00 у монумента Дружбы народов.